Это вторник, да? То есть я тот, который мусорил ваши подъезды. И я действительно начал отвыкать. Ну, то есть я вообще по рождению, конечно, черопчинский, я хорошо говорю по-якутски, но в быту очень мало использовал последние 20 лет, получается, да? И когда меня пригласили в Саха-Сиряй, ну, это было больше похоже на издевательство. Потому что я действительно имею, наверное, хорошее письмо и почерк на русском, да, то есть у меня есть свой стиль, своя манера, и, ну, это люди понимают, да. И пригласили писать на новом языке, получается, да. И я чисто из-за гордыни, из-за спеси, да, получается, согласился и мучился 1,5 года. Я спал с разговорником, то есть под подушкой читать, да, потому что одно дело говорить хорошо, слушать, да, слышать, понимать, а другое дело писать профессионально полостные материалы, да, и это... Но, оказывается, между делом, за период пандемии я, получается, очень сильно подтянул свой якутский. Я стал гораздо больше якутом, чем вот все эти 20 лет, как бы, получается, да. То есть человек хорошо обучается по-якутски. Просто по факту нахождения в якутоговорящей среде, получается, да. Вот как из тем работы, да, тогда как корягами мне барят, то есть ханермин, я начал по-якутски говорить, извините. Я когда-то много лет тому назад, ну, ходил на прямой эфир в НВК, и я видел запись, да, это было ужасно. Я говорил по-якутски, и за этот якутский я хотел себя табуреткой ударить. А потом недавно тоже, 2 года назад тоже ходил, то есть год назад, кажется. И сейчас я, без стыда посмотрел, нормально так говорит человечек, да, хорошо. То есть я подтянул свой якутский, получается. Молодец. То есть любой человек может подтянуть, поэтому я говорю. Вот песня, да, кстати, один из самых лучших инструментов продвижения якутского, потому что я с удивлением видел, как маленький мальчик, 5-летний или 7-летний, да, пел Махтанабын Киджа. Это очень сложный такой с элементами чабаргаха песня, да, такой, и на чистом, на сложном якутском. И он очень красиво это пел. То есть он, может быть, даже не вдумывается в смысл, но он говорил и чувствовал песню отлично. То есть якутская эстрада — это одна из самых передовых, наверное, бастионов, которые могут идти на охрану, на защиту якутского языка. Вот я в этом убежден. Вот кино и песня, и театр, конечно. Я думаю, это самые лучшие инструменты по сохранению и продвижению якутского языка. Потому что они создают среду, в которой хочется копировать, в которой хочется услышать, то есть вживаться, да, то есть прямым агитационными вот этими постерами, плетиками или якутскими какими-то штучками, нет, не очень хорошо это получится. Хорошо, спасибо.